Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие конкретные изменения произойдут в вашей жизни до конца месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а изменения уже прямо на пороге у вас стоят. Вы знаете, вы хорошо потрудились, поработали. Кто-то, я вижу, занимался чистками, кто-то занимался порядком, кто-то усиленно работал, да, над собой, либо кого-то воспитывал. И вы знаете, придут потрясающие результаты. Результаты, которыми вы сами будете восхищаться. И те, кто вас знают, кто знают о вашей ситуации, да, о ваших проблемах, ну просто будут вам аплодировать стоя. Поверьте, песочек очень четко нам на это указал. Ну, давайте пойдем по порядку. Здесь у меня такой хозяин, хозяйка жизни, который вот порядок навел, все по своим местам порасставил. Все, знаете, как под контролем, да? Вот каждая ситуация у вас в руках, да, вот ниточка от этой ситуации. Вы всем управляете, вы всем рулите, вы, не знаю, пример подаете, вы наставления раздаете. Ну, молодец, молодец, прям уважаю, понимаете, вот прям уважаемый человек. Сами себя уважать будете, и другие вас будут уважать. Вот я смотрю на этот песочек, смотрю на этот образ, и, знаете, вот прям пожать вам руку хочется. Вот действительно, какой же вы умничка, либо какая вы умничка. Ну, молодец, человек молодец. Так, здесь у вас грабли выходят. Грабли. Кто-то вам под ноги кинет грабли. Но в этот раз вы на них не наступите. Какая-то ситуация повторится, но вы уже наученный, либо наученная горьким опытом, эти грабельки-то обойдете. Обойдете, либо в руки возьмете, и того, кто вам кинул эти грабли, вот прям ими и по спине огреете. Какой-то отпор дадите. Вот не удастся причинить вам неприятности, не удастся причинить вам эту больку. Увидите, потому что по правую сторону идет, значит, это вы увидите и обойдете. Неприятностей здесь не будет. С левой стороны у меня тут какая-то парочка гуляет. Парочка, мужчина и женщина. Причем женщина, у нее несколько рук. То есть, знаете, 4 руки у нее. Причем 2 очень длинные, и она этого мужчину, ну прям, знаете, как в охапку взяла, в охапку. Я так понимаю, что это ситуация с соперниками, соперницами, да, больше как с соперницами. Может быть, вы, ну, скажем так, до конца месяца вы будете наблюдать эту картину, да, что они там вместе, либо они там общаются, либо эта женщина как преследует мужчину. Но по вот этому пути, который здесь открывается, у мужчины будет возможность для маневра. То есть появится такая возможность, чтобы убежать, да, выбраться из этих цепких рук. Мужчина этой возможностью 100% воспользуется. С вашей стороны, ну, ничего делать не надо, ничего предпринимать не надо, просто нужно подождать и понаблюдать. Вот он сам должен этот путь пройти, он сам должен от нее освободиться. Помогать не стоит, просто наблюдайте. Поверьте, это к лучшему, что мужчина должен этот путь пройти сам. Он сам должен с ней вопрос этот решить, и он его решит. Каким образом, я, к сожалению, не скажу. Но дорога ему откроется вот именно до конца месяца для того, чтобы с этой женщиной, ну, разобраться, скажем так, да, либо ребром поставить вопрос.
Так, следующий момент. С левой стороны какие-то неожиданности, связанные с родственниками, с детьми. Здесь по птицам очень много будет каких-то разговоров, может быть, какие-то документы понадобятся. Ну, такая, знаете, головомоечка вам идет. Ничего критичного, но придется позаниматься вплотную этим вопросом. Придется приложить усилия и, возможно, выделить значительную часть времени на решение вот именно семейных, родственных, детских вопросов. В принципе, вы к этому не готовитесь, почему-то расслабленно себя ощущаете, как бы не ждете. Но, тем не менее, ситуация это будет. Так, с правой стороны здесь женщины, хорошие женщины, женщины, которые сеют веселье, да, либо вас вытаскивают куда-то веселье. Я могу предположить, что до конца месяца вы чаще будете встречаться с подругами, с коллегами, не знаю, с соседками в конце-то концов и посещать какие-то места, мероприятия, либо просто гулять вместе, да, гулять, общаться, весело проводить время. Потому что эти женщины очень веселые, либо они знают толк веселья. Вот, вы очень комфортно будете себя чувствовать с этими женщинами, и жизнь станет попроще, повеселее, поактивнее. Да, разнообразие. Эти женщины принесут веселье и разнообразие в вашу жизнь. Так, еще у кого-то, кстати, отыграется как новый женский коллектив. Такой, знаете, хоть он и женский, этот коллектив, но он очень веселый, очень такой необычный, нестандартный. У мужчин и женщин одинаково идет предсказание. То есть вы очутитесь в коллективе веселых женщин, очень активных, очень таких позитивных людей, которые будут заражать и вас позитивом и весельем. Работа, либо времяпрепровождение с хорошими, добрыми, открытыми сердцем людьми. Так, кто-то и отдыхать будет, да, кому-то и отдых идет. Причем, смотрите, у одних отыграется, что вы отдыхаете на вот как лаврах победы, но кто-то действительно заслуженный отдых имеет. Может быть, вы будете выезжать на отдых, может быть, на дачу поедете поотдыхать. Может быть, вы какой-то проект закончите, какую-то работу выполните быстрее и лучше, чем остальные. И вас как, скажем так, успешного человека, как замечательного сотрудника покачают на руках, будут кричать вам «Ура!» и выпишут вам отпуск, например, да, либо дадут разрешение как отгулы, не отгулы, нет, это отпуск скорее будет идти, отпуск, либо даже поездку, может быть, да, вам оплатят какую-то поездку, там, где вы сможете отдохнуть, там, где вы сможете набраться сил, ну и, конечно же, насладиться отдыхом. Так, здесь у вас птица, очень необычная птица. Птица, у которой есть карман. Это не просто весточка, это не просто письмо, это не просто сообщение. Это то, что наполнит ваш карман. Может быть, это какой-то денежный чек, может быть, это какой-то денежный перевод. Опять же, оповещение, извещение о том, что вам начислена сумма денег, либо вам переведена сумма денег. Птицу эту вы совершенно не ждете, либо вы ее ждете позже, чем этот срок. Она, смотрите, вон летит такая бодрая, с этим полным карманом. Конечно, будет очень приятно, очень-очень приятно. Так, по поводу взаимоотношений в семье. Кто у меня в семье, у кого муж такой непростой человек, скорее всего, пьет. Либо, ну, смотрите, муж, зять, сын. Давайте так возьмем, да, человек может лениться, человек может выпивать, человек может байдыки бить, да, то есть, ну, ведет такой асоциальный образ жизни, назовем это так. Здесь идут разительные перемены, то есть человек может устроиться на работу, человек может чем-то заинтересоваться, человек начнет здоровый образ жизни вести. То есть такой приятные перемены в этом человеке. Если вы раньше постоянно критиковали, обижались, пытались воспитать этого человека, то теперь вы будете поддерживать этого человека во всех его начинаниях. Вы очень сблизитесь с этим человеком, вы действительно сблизитесь.
Вам будет очень приятно то, что этот человек старается, вы будете это видеть, вы будете подбадривать этого человека, да, ну, типа молодец, давай еще, мы с тобой, мы в тебя верим. То есть это время такое счастливое идет вот в семье, в отношениях, в родственных связях. Так, идем дальше. Здесь у меня знакомство, но знакомство какое-то необычное. Знакомство в каком-то необычном месте, либо в какой-то необычной обстановке. Опять же, это не улица, это не интернет. Может быть, какое-то мероприятие, либо, может быть, даже какое-то учреждение. Вот идет знакомство. Знакомство в левой стороне, то есть вы не готовитесь, вы не думаете, и вы серьезно не воспримете это знакомство. А вот тот, кто с вами познакомится, сразу глаз на вас загорится. Будь то дружба, будь то любовь. Понимаете? А может быть, даже человек специально за вами там подслеживал, чтобы с вами познакомиться. То есть такой живой огонь идет, да, по отношению к вам. Вот интерес в вас, заинтересованность в вас идет. Человек вам проходу не будет давать. И если получится раздобыть ваши социальные сети, либо ваш телефон, человек начнет постоянно вам и написывать, и названивать. И такой, знаете, немножечко как навязчивый идет. Именно навязчивый. Но поверьте, плохого человек не думает. Мысли, в принципе, позитивные, но уж слишком страстные, наверное. Да? Либо человек такой активный, общительный, вот хочется постоянно разговаривать о чем-то, не знаю, там рассказывать. Знакомство идет очень перспективное, я бы даже сказала, долгоиграющее. Но вы как-то не сразу рассмотрите этого человека, либо не сразу начнете принимать всерьез этого человека. Так, еще. Чему-то не суждено случиться в загаданный срок. Вы на что-то загадали, либо о чем-то вы думаете, может быть, даже ждете, да? Вот вам поставили дату и говорят, вот такого-то числа будет решение, ситуация, может быть, что-то вам дадут, выдадут. И вы ждете. Смотрите, это не случится. Здесь, скорее всего, перенесется на следующий месяц. По каким-то объективным причинам, от вас независящим. Поэтому, мои хорошие, форсировать не стоит. Если так случилось, значит, так и должно быть. Здесь что-то либо не готово, либо кто-то не готов. Знаете, вот как недоделка какая-то идет. Если вы будете настаивать, поверьте, вам результат не понравится. Что сырое идет, вот не готова ситуация, не готов человек. Там что-то отсутствует, либо чего-то не хватает. Если вам говорят, то подождите, вот извините, но подождите, соглашайтесь, и пусть эта ситуация вызреет полностью, и тогда уже все будет замечательно. Так, у кого-то будет очень важное, как собеседование, встреча, разговор. Опять же, да, это может быть работодатель, это может быть новый клиент, это может быть поставщик, да, вот с кем-то подписываете договор, либо с кем-то переговоры вы ведете. Смотрите, там вас будут оценивать как и по внешнему виду, так и по внутреннему содержанию. Поэтому старайтесь как никогда выглядеть с иголочки и, конечно же, блистать не только внешне, но и умом. Вот. Чем больше умных слов вы скажете, чем больше вы покажете свою осведомленность в той или иной теме, тем это будет как плюсом, да, бонусом для вас. Вас будут изучать и детально рассматривать. И если вы постараетесь, то этот контракт, либо это предложение по работе будет вашим 100%. Но надо действительно постараться. Если рукой махнете, скажете, будь что будет, пойдете там в домашнем, да, либо как вы обычно ходите, будете сидеть молчать, то могут и не предложить вам договор, либо не выбрать вас как сотрудника. Такое может быть. Здесь, знаете, такая ситуация. Все от вас зависит, как все в ваших руках. Так, еще очень приятные новости о плохом. Не пугайтесь, плохое произойдет с кем-то, не с вами, но для вас эта новость будет приятной.
Ну, конечно, так нельзя говорить, да, в принципе, это как-то неправильно даже звучит. Но с другой стороны, если вас, например, обидели, либо с вами плохо поступили, и человек по справедливости получил по зубам, почему и нет? Почему и нет? Вы же ничего плохого этому человеку не делали? Нет, нет, вы ничего не делали. Тут, знаете, как судьба вмешалась, либо другие люди этого человека проучили. Вот, вы прям с упоением будете об этом слушать, либо, может быть, даже созерцать своими глазами. Справедливость восстановится. Ну, это правильно, так и должно быть. Но могут быть какие-то разногласия с соседями, будь то по квартире, будь то по дачному участку. Разногласия. Причем я вижу, что вы будете выдвигать претензии к тем другим людям, да, к своим соседям. Не с первого раза они вас услышат, а кому-то даже придется привлекать, ну, допустим, органы правопорядка, да? Вы знаете, вы такого шума наведете, вы так этих соседей напугаете, что они вас будут обходить десятой дорогой, даже будут бояться громко вслух разговаривать у себя дома. Вот, ну, вывели, выбесили, но что делать, да? Вы же их просили по-хорошему, да? Вот, не услышали, не поняли, отмахнулись. Ну, теперь это ваши проблемы. Так, еще вижу какую-то грамоту. Вас какой-то грамотой отметят, либо вам какое-то приглашение придет, которое вас отмечает среди других людей. Вы очень будете горды этому, очень будете горды. А кто-то из ваших знакомых, либо даже родственников, будет вам очень сильно завидовать. И даже могут отговаривать, что ты не ходи туда, да зачем тебе эта грамота, да откажись ты от этого. Это похоже на какую-то бумажку, на которой написано про вас. Либо вас приглашают куда-то, либо, да, действительно, вот благодарность вам высказывают. Кстати, может быть, это даже за прошлые какие-то ваши заслуги придет такая бумажка. Ну, недовольны будут ваши подружки, либо родственники, что именно вам прислали, а им нет. Да, либо как-то так, что-то все ей идет. Так, еще кто-то из моих дорогих зрителей примет решение о какой-то поездке, либо о каком-то переезде. И смотрите, как у вас все тут удачно складывается. Во-первых, вы принимаете это решение. И сразу у вас уже как несколько вариантов. Либо готовы, либо сразу вот перед глазами возникают. Знаете, как судьба помогает. То есть вы приняли правильное решение, и судьба не промолчала. Она вам подкинула очень хорошие, достойные варианты. Вариантов будет несколько, от 2 до 3. И вы будете выбирать. И я вижу, что вы выберете вариант и по уму, и по сердцу, но только никому об этом не рассказывайте. Ни своим, ни чужим не рассказывайте. Почему-то вот прям поставили на рот замок. Не надо рассказывать. Может, чтобы не сглазили, либо чтобы не перебили, да, не перекупили вот эти ваши вариантики, которые вам судьба накидает. Лучше помолчите. Так, еще здесь у кого-то из девочек для мужчины идет работа. Работа, я так понимаю, в разъездах, либо чтобы эту работу получить, куда-то нужно будет уехать. Непростое решение. И вам не хочется мужчину от себя отпускать, да и мужчина не горит желанием ехать. Но там на кону большой куш. Я так понимаю, что платят щедро, да, либо какие-то прям возможности открываются. Надо подумать, надо будет действительно вот сесть и подумать, вместе подумать. Не так, что каждый по отдельности там свои мысли думает, а вот именно посидеть, да, за круглым столом, поговорить, может быть, на бумажке там плюсы и минусы повыписывать. В принципе, если мужчина поедет, он едет на какой-то определенный срок, да, ну, допустим, месяц. Но если он туда поедет, то этот срок затянется еще на несколько месяцев, а то и на полгода затянется. Но зато он прям, понимаете, у него в руках огонь горит, да, то есть горячие деньги, хорошие возможности, как бы шанс в жизни, да, и заработать, и я так понимаю, что много может заработать. Если он останется, у него тоже работа будет, пусть менее горячая, пусть менее прибыльная, но тоже будет. Просто смотрите, как. Я вижу тут еще и ребенка. Либо у вас есть ребенок, дети, да, либо вы беременны.
Как-то надо это все продумать, да. Понятно, что вы все разные, у каждого своя ситуация. Продумайте хорошо, стоит ли ехать за этими деньгами, да, ведь возможность заработать, она есть и дома, рядом есть возможность, пусть не столько, пусть не такие суммы, но тем не менее вы будете вместе. Тут нет однозначного ответа либо совета. Если вам нужна большая сумма денег, то, конечно, пусть поезжает. Ну, допустим, у вас какие-то кредиты есть, либо ипотека у вас есть. Вот если он поедет, поработает, он заработает, прям сможете закрыть и заплатить. Ну и вас, конечно же, содержать, снабжать очень прилично деньгами. Непростое решение тут ждет. Вдвоем вы его должны принимать. Именно вдвоем. Вот муж и жена. Вы должны посидеть, проговорить и подумать. Но у мужчины прям белая полоса тут в жизни начинается, потому что денежки прям идут к нему, огонь в руках он держит. Так, еще я вижу перепады в новостной ленте от большого минуса до большого плюса. Кто у меня человечек нервный, кто человечек восприимчивый, вам вообще противопоказано смотреть новости, либо читать новости, обсуждать новости противопоказано. Если вы человек трезвомыслящий, с сильным восприятием, да, пожалуйста, тогда можете следить за новостями. И то я вижу, что даже новости эти могут стать причиной вашей бессонницы. Бессонница, либо даже как стресс может пойти, даже у сильных людей. Не знаю, что-то происходит странное. Что-то происходит странное. Смотрите, что бы там в этих новостях ни говорили, вы должны, вот мои зрители, да, кто смотрит эту отсыпочку, для себя вы должны знать одно, что эти новости, они вас не коснутся, ваших близких, ваших семей, они не коснутся. И никаким образом не отыграются в вашей жизни. Вот так идет, по крайней мере, в ближайшее время. Так что смело можете выключать эти новости, просто не смотреть, а заниматься важными, нужными делами. Либо просто посмотреть свой любимый сериал. Так, какая-то учеба еще вышла. Учеба, курсы, дополнительное образование. Как будто бы надо, а не хочется. Вас кто-то будет заставлять, принуждать, либо подталкивать к этой учебе, а вам прям совсем не хочется. Будете тянуть время, насколько это возможно. Но будьте поаккуратнее, а то там человечек разобидеться может. Либо даже как-то плохо о вас подумать. Поэтому уж придумайте какую-нибудь железобетонную причину, такую, чтобы не подкопаться, да? Ну, если вы не готовы. Понятно, что в жизни все бывает. Вы, может быть, просто не готовы или физически там времени у вас не хватает. Придумайте что-нибудь, проговорите эту ситуацию. Хотите, честно расскажите, да, что вас смущает, что вам не нравится, либо в чем бы вы хотели разобраться. Но отмалчиваться не стоит, потому что там человек как-то может повлиять на эту ситуацию. Вот. Пусть знает правду, чем там догадываясь, да, либо думает не весь что. Так, еще какое-то мероприятие идет, куда вы попадете совершенно случайно. На этом мероприятии то ли вы с кем-то встретитесь, кого давно не видели, то ли каких-то общих знакомых повстречаете. То есть вам на этом мероприятии идет удивление и идет какой-то разговор. Разговор за прошлое, либо за каких-то людей, которых вы хорошо знаете. Для вас будет очень необычно, да, что на таком мероприятии вы встретили знакомое лицо. Так прям поболтаете, от души поболтаете, многое узнаете. Особенно то, что было от вас скрыто. Потому что человечек такой попадется, разговорчивый. И человек прям все вам выдаст. И все, что вы хотели знать, и то, что вам и не нужно было, все расскажет. Кстати, у кого-то из вас прям такое легкое потрясение будет, да, после этой встречи, после этого разговора. Так, и еще хорошее событие произойдет прям под самый конец месяца. У кого-то это подарок, у кого-то это праздник, а у кого-то это какое-то разрешение, приглашение идет. Прям очень хорошее. Я вижу, что вы довольны, вы очень довольны, а кто-то прям и счастливый ходит. Знаете, вот как вы хотели, произойдет так, как вы хотели, но немножечко даже лучше. У вас
очень значительно улучшится настроение. Ну, мои хорошие, это заслуженно, это ожидаемо, ведь вы замечательный, добрый, положительный человечек. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.